أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أتى كاهنا أن عرف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Дорогие единоверцы, по воле Аллаха, темой нашей сегодняшней хутбы будет гадание. Дорогие братья, в аяте, который я упомянул в начале хутбы, Всевышний Аллах говорит: «Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха». Сура 27, аят 65. Этот аят напоминает нам о том, что никто, кроме Аллаха, не знает о том, что ждет человека в будущем, с какими ситуациями он столкнется, когда покинет этот мир или когда наступит конец света. Некоторые люди, которые забыли эту истину, с целью решения своих проблем или исполнения желаний, к сожалению, иногда ступают на путь запретного. Они обращаются к людям, которые якобы знают о том, что будет в будущем, и тем самым обманывают людей. Почему-то к таким людям относятся с уважением. Мы, будучи мусульманами, знаем, что ни ангелы, ни пророки не знают о том, что будет в будущем, если об этом не сообщит Всевышний Аллах. Мы верим в это. Об этой истине Всевышний Аллах в Коране говорит: «Они не увидят блага от своего поклонения». В любом деле нам нужно руководствоваться священным Кораном и примером нашего пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. А получить совет по интересующему вас вопросу можно от специалиста в той или иной области. Всевышний Аллах в одном из аятов говорит: «О Мухаммад, скажи, я вам не говорю, что со мной сокровища Аллаха и сокровенное мне неизвестно. И я не говорю вам, что ангел я лишь следую тому, что мне открыто в Откровении». Сура 6, аят 50. Из этого аята мы понимаем, что даже пророкам не было известно ничего о сокровенном. Ни наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни другие пророки не говорили, что с ними сокровища Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил только о том, что он следует тому, что ему открыто в Откровении. Неужели, если Аллах не сообщил о чем-то ни пророкам, ни ангелам, Он сообщит об этом гадалкам и жрецам? Неужели Аллах сообщил им, и вы в это верите? Это невозможно. Им об этом не может быть сообщено. Дорогие мусульмане, послушайте, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил о людях, которые обращаются к гадалкам и жрецам для решения своих материальных и духовных проблем, которые хотели узнать о том, где находится их украденное имущество. Кто придет к жрецу или гадалке и поверит ему, тот отрицает книгу, ниспосланную Мухаммаду.
То есть тот, кто пойдет к прорицателю или гадалке, считается, что он отрицает откровение, дарованное пророку Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует. В нашем обществе распространены такие явления, как гадание на кофейной гуще, на Коране. Но сообщать о том, что скрыто от нас, считается большим грехом в нашей религии. Мусульманин не должен так поступать. Приближаться к такому рода деяниям, даже ради развлечения, значит идти против своей религии. Другими словами, будучи в компании, выпив кофе даже в шутку, мы не должны гадать на кофейной гуще и говорить о том, чего мы не знаем. Дорогие братья, мирская жизнь полна испытаний. Верующий испытывается болезнями, трудностями, моральными и материальными проблемами. Но для решения своих проблем мы должны использовать только дозволенные методы. Наши проблемы и трудности не заканчиваются, но путь к спасению лежит через дозволенные пути решения проблем, дорогие братья. Узнавать у гадалок и прорицателей о судьбе потерянного или украденного имущества не дозволено. Нужно обращаться за помощью к Аллаху, который знает все скрытое и явное. Если Аллах захочет лишить тебя этого имущества, то никто не сможет тебе помочь. И если Он пожелает вернуть тебе утерянное, то оно вернется тебе только с Его помощью и по Его милости. Конечно же, вы будете искать свое имущество, расклеивать объявления, спрашивать у людей, но используя только дозволенные пути, дорогие мусульмане. Среди нашего народа это явление очень распространено. Ни в коем случае не прибегайте к таким методам и будьте внимательны к своим детям и внукам. Например, если у кого-то заболит голова, то некоторые сразу бегут к гадалкам, бегут к прорицателям или в другие недозволенные места. Сторонятся мольбы к Аллаху, по воле которого лечат врачи и который знает о всем тайном и явном. Дорогие братья, давайте не будем поступать подобным образом. Мы должны идти путем, на который нам указал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Совершающих грехи подобного рода Всевышний Аллах не наделяет ни баракятом, ни благом. Пока будет процветать порицаемое, Аллах не окажет свою милость. В любом селе или поселке есть такие люди. Им нужно сделать хорошее наставление, попросить, чтобы они отказались от того, чем занимаются, обратив их внимание на то, что такой человек вредит своему народу и всему человечеству. Но еще более важно то, как он будет отвечать за содеянное в следующей жизни. Возможно, сейчас он сможет заработать какие-то деньги, но они будут заработаны запретным путем, и значит не принесут никакой пользы. А нести наказание за это будут его дети. С такими наставлениями нужно попросить человека оставить эти греховные дела. И нам самим также нужно быть осторожными, чтобы не оказаться игрушкой в их руках. Пусть Аллах убережет всех мусульман и наш народ от таких заблуждений, от запретного, от прорицателей и гадалок. Пусть Аллах одарит нас дозволенным имуществом и поможет следовать правильному пути. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا